Добрый день. Хочу сразу же поблагодарить вас за приглашение на ваш турнир и даже чемпионат, вот теперь, да, второй. Я хочу сразу вам сказать то, что в автомобилях я полный профан. Я не умею водить машину. Вообще, как бы мне все равно на какой машине ездить. Но я всегда восхищался людьми, которые умеют хорошо ездить, а самое главное, которые могут ездить по пересеченной местности. Пусть победит, пусть это как ни банально звучит, пусть победит сильнейший. Удачи вам! Светит солнце, прекрасная погода. Что еще нужно для проведения чемпионата? И в дальнейшем, вот надеюсь, что активно поддерживает все общественные начинания, новейшие, скажем так, что новые явления в жизни спортивной, в том числе начинание активных людей с активной жизненной позицией. И надеюсь, что этот чемпионат, он так и будет проводиться, будет ежегодным, традиционным. Удачи вам! Я вспоминаю первые наши выезды, как это все начиналось, как это было на достаточно примитивном уровне тогда. Но нам казалось, что вот, мы уже джиперы, как у нас все здорово, мы такие все настоящие, большие, крутые. На самом деле были еще достаточно в детском возрасте, скажем так. Сейчас совершенно другое дело, сейчас замечательные автомобили, прекрасные участники. Я уже не первый раз вижу, как вы ездите. Это только может радовать. Смотрю, вижу новые лица. Некоторые у нас опаздывают, но по объективным причинам. Очень приятно в этом году видеть у нас добавление. Не забывайте, да, в прошлом году мы ездили только 2 классами, стандарт и спорт. Сейчас, как видите, у нас уже 4 полновесных классов, которые идут в зачете. Это прототипы, спорт, стандарт и АТВ, квадроциклы. Ну, естественно, куда мы без вело и без пешек. Всегда мы рады их всегда видеть здесь. Ну вот, собственно, на этом пятачке собрались все участники, и не только. Вроде бы стартует как раз отсюда, и дорога пойдет вон туда, в лес. Первый день там будет все происходить. Едут все вроде как бы под утро. И на следующий день спринт. Тоже очень интересное зрелище. Так что увидим. Я 69 с японским двигателем, номер 069, машина 69 года выпуска. Последние минуты до старта. Несколько машин уже выстроилось, так что ждем. Начинается. Старт! Самолет остался, прикинь. Старт очень своеобразный, машины расползаются как тараканы по этому полю. Наша территория здесь, наш дом. Эти улицы знают каждого в лицо. На все вопросы у нас один ответ. Это наш город, и лучше нас здесь нет. Нас здесь нет. Наша территория здесь, наш мир. Мы знаем точно, чего от жизни хотим. Идем вперед, ищем свой путь, при этом прожигая жизнь. Ну и пусть говорят, что мы делаем что-то не так, но мы лучшие здесь, это факт. Сейчас у нас будут стартовать квадроциклы. Я вижу сколько, что 6 людей, по-моему. Сейчас у нас время 11:13, и где-то машин будет около 15 штук.
есть, видишь, точка спрятана, чтобы не было, соответственно, ну, чтобы было тяжелее найти немного, да. То есть вот точка, Север Авто 2010, то, что она нынешнего года, не старого, да. Trophy Raid, точка номер 2, так же, как в Легенде, и класс стандарт. То есть это говорит о том, что ее должны брать стандартные машины. Вот. Все. Так как бывает, часто точки срывают, да, то есть мы вот стали красить. То есть если точку сорвали, чтобы видно было пятно краски, чтобы была здесь точка, тогда достаточно просто, то есть, снять. Вот. То есть принцип, машина должна сюда проехать, соответственно, да, остановиться, то есть докоснуться до точки, докоснуться до машины, сфотографировать. Все. Виталя! Виталя! УАЗику надо вывести из этой дыры, выпрямить колесо, насколько я понимаю, у него большие проблемы пока что. Здесь Смысл как, видишь, GPS, она как бы не дает прям идеально точные координаты. То есть расхождение где-то от там, 3 до 10 метров. Ну, в зависимости от GPS еще. То есть вот он также, допустим, подъехал, да, сюда. То есть задача штурмана какая? Он навел на точку, они подъехали, штурман оставляет свое оборудование как бы в машине, или если это компактный GPS, он с собой берет. Все, он выбегает, он должен быстро найти. То есть он оббегает вокруг вот, в радиусе 10-15 метров, смотрит на деревьях, там, на ветках, там, на камнях, где, ну, в зависимости от этого. Точку. Все, он нашел точку. Он смотрит, как проехать, то есть препятствия какие. Вот ров, допустим, да, он должен навести водителя, как водителю проехать этот ров. То есть как бы вообще в GPS ориентировании, вот, во всех вот этих гонках, как бы вся вообще основная забота, да, вот задача, это именно, то есть, это штурман. То есть все лежит в основном на штурмане. Пилот, он как пилот, то есть, грубо говоря, он должен вообще закрыть глаза, да, и ему должны говорить направо, налево, там газ больше, меньше, тормоз, то есть вот такое. Вот, соответственно, то есть от этого почему и зависит то, что если штурман с пилотом работают хорошо, то есть, ну, слаженно понимают друг друга, все, вот, то такая как бы команда, она всегда будет в выигрыше. Все ездят, смотрят, потому что тратишь свой труд, тратишь это самое, эмоции, интеллект, ищешь эти места, да это ж долго все ищется, да. Потом очень сильно охота приехать и посмотреть, как все это получилось. Я думаю, по идее должны сейчас лежать, спать, отсыпаться после 2 бессонных суток ночей. Но, видишь, все равно по трассе едем, как бы и смотрим.
моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Если хочешь играть, играй. Если хочешь летать, лети. Жизнь — это тоже игра. Если ты упал, встань и иди. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна.